Прежде всего, контент должен быть ориентирован на подписчика, решать его проблемы. То есть ваш главный вопрос – это зачем и для кого. То, что интересно подписчику, мы можем узнать, это не тайна. Существуют измерители, да, этих интересов. Я вам рассказала об вовлеченности, об охвате. Где их узнать? Во внутренней статистике сообщества, в ресурсах, в специальных сервисах и в других сообществах, да, сообществах конкурентов. Мы с вами говорили о том, что люди ходят в интернет, чтобы развлекаться, чтобы получать какие-то бонусы, призы, чтобы узнавать что-то новенькое, чтобы казаться, получать признание. Обсудили с вами виды контента, да, помните, развлекательный, дискуссионный и так далее. Об этом мы тоже будем сегодня еще раз говорить, но более подробно. Так, о чем мы еще вчера с вами говорили? Вспоминайте. Так, о том, что контент должен быть уникальным. Да, вот в связи с этим еще хочу ремарочку, как вчерашнему случаю сделала. Если вы даже делаете репост или берете чужой контент, объясните своему подписчику, для чего вы это делаете. Может быть, вы на самом деле считаете его супер классным и понимаете, что вы лучше не напишете. Скажите об этом подписчику, признайтесь, искренность, она всегда дороже всего на свете. Так, о чем мы еще говорили? Так, мы говорили о составляющих поста, да, это тоже нам сегодня пригодится. Какой у нас слайд был? Так, это вот этот слайд, вспоминайте. Да? То есть нам нужны идеи, и мы должны понимать, зачем. Нам нужно написать пост, для кого он нужен, вообще будет ли его кто-то читать. Нам нужно будет выверить структуру поста, написать его легко в информационном стиле, да, закрепить в нем какие-то вовлекающие элементы и вовлечь подписчиков в диалог. Мы говорили с вами о хэштегах, да, о рубриках, которые помогут нам структурировать свой контент, сделать так, чтобы подписчику было удобно. И сегодня мы будем говорить о приемах создания постов. Да? Я собрала приемы, которые действительно работают, которые работают в моих группах и в группах моих партнеров, коллег. Многие примеры я буду показывать на своих сообществах, а некоторые я нашла в сообществах ваших коллег, ваших библиотек. Где-то мы попрактикуемся, где-то пофантазируем, посочиняем, где-то покритикуем, может быть. Ну, я думаю, что сегодня будет интереснее, чем вчера. Ну, я надеюсь на это. Я надеюсь, что сегодня вы поживее будете. Так, ну давайте начнем с первого приема. Да? То есть сегодня мы говорим о том, что и как мы пишем. Первый прием вы наверняка знаете и уверены на 100%, что вы им пользуетесь. Это календарь событий. Да? О чем речь идет? Ну вот, вчера я приводила пример крошечки. 1 марта, день кошек. Да? А сегодня какой день? Кто знает? Итак, на заметку. День Пи. Да, день числа Пи сегодня и Международный день рек, кажется, что-то такое. День православный. То есть каждый день, как говорится, нет повода не выпить. Да? То есть каждый день, каждый дню приурочена какая-то дата, и мы смело можем ее использовать. То есть мы удовлетворим какую потребность нашего подписчика? Информационную потребность, да? Что мы еще можем сделать? Повеселить. Повеселить, да. То есть мы можем этот повод преподать как-нибудь интересно. То есть не просто описать, что сегодня вот день кошек. Там был придуман тогда-то, приурочен там тогда-то, делают то-то, то-то, да, как это обычно. Как это обычно в постах и происходит. Это скукотень, на мой взгляд. Какие здесь ловушки есть в использовании этого приема? В разных источниках почему-то к разной дате приурочены разные события. Иногда, ну понятно, если это дореволюционное время, то там катавасия с календарями происходила. Вот. Но иногда, может быть, в одном источнике там какой-нибудь день добрых дел случится 15 марта, а другой там какой-нибудь 18. То есть, чтобы не упасть лицом в грязь, там, не сесть в калошу, да, проверяйте себя по разным источникам. Значит, моя любимая фраза, да, шаблоном нет. Не используйте просто, не копируйте из источника просто сухую информацию. Пытайтесь ее обыграть. Я думаю, что благодаря нашей встрече сегодняшней вы как-то подхлестнете свою фантазию и начнете быть более креативными. Пробуйте разные форматы. То есть если
Возможно, это будет какой-то визуальный формат. Да? Возможно, вы заведете ежедневную рубрику, в которой будете сообщать своим пользователям, подписчикам о том, какая сегодня дата. Да? А как решить свои задачи в связи с этим? То есть дата, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Да? То есть дата, она помимо нас случилась. Как нам подстроить, например, сегодняшний день рек под наши задачи? Какие у нас задачи? Сообщите о новинках, да? Или о каком-то фонде. Да? То есть что мы можем искать? Мы можем сделать подборку книг, да, на эту тему. Что еще можем сделать? Вы лучше знаете свой продукт, поэтому... услугу какую-то давайте рассказать. Если, например, может быть, какая-то встреча или клуб будет в рамках того же самого Дня кошек проводиться, да, тоже можно вот обыграть и вот это. Да, если у вас выставка какая-то, мероприятие, да, вот, и... Так, чего еще хотела предостеречь в этом плане? Играйте. То есть вот этот прием, все приемы, о которых я сегодня буду говорить, они очень удобно выполняют задачу вовлечения читателя в диалог. То есть если вам на первых порах это очень нужно, ну, сейчас да, вы там воодушевите, захотите раскачать свое сообщество, воодушевляйте, вовлекайте, просите пользовательский контент. Да, я сегодня постоянно тоже об этом буду говорить. Ну вот, первый пример. Да? То есть я сразу говорю, что я считаю его не очень удачным. Ну, то есть назвала даже попыткой создать, да, пост-подборку в День котов и кошек. Ну, шаблонный формат, да, то есть если закрыть название библиотеки, то, в принципе, можно подставить сюда название многих, да, библиотек. И даже не библиотек, то есть любой паблик, какой-то такой обычный шаблонный, не уникальный, может использовать контент такого формата, который там, в лучшем случае зевок вызовет, то есть какая-то ответная реакция будет там зевка. Я его сократила, на самом деле там простыня текста, которая не читается, да, потому что блоки большие, нет заголовка. Да, что еще отталкивает нас от этого текста? Вчера говорили про структуру, и Лена вам что-то рассказывала. Чем можно разбавить этот пост? Можно эмодзи чуть-чуть добавить, да? Визуализировать. Даже абзацы они длинноватые. Да, согласна. То есть подсократить, да, то есть нужна редактура, нужен что еще? Заголовок, да, какой-то вовлекающий. Цитату можно сказать. Что-то где-то выделить. Такие, знаете, как в журнале цитаты. Я поняла, да. Кстати, вот еще про формат. Я вчера не сказала про то, что, ну, все видели, да, что ВКонтакте ввел новый формат оформления постов в виде статьи, да, то есть картинка с активной кнопкой «Читать». Эксперимент не удался, потому что это дополнительный клик. Но я, как и предполагала, да, то есть это лишнее действие. То есть мы очень ленивые, у нас очень мало времени, мы не хотим его тратить даже на то, чтобы лишний раз шевельнуть пальцем. Нужно быть, то есть нужно, такой формат, он подходит для тех пабликов, где пользователи очень вовлечены. Тех, у которых источники переходов, это именно мои группы, то есть те, которые намеренно заходят сюда и хотят читать. Ну, как правило, это личные блоги каких-то экспертных, ну, каких-то экспертов. Вот. Я не рекомендую вам пока пользоваться этим форматом. Вот. А может и вообще он сойдет на нет, как и многие там нововведения. Да? То есть ВКонтакте он каждый день экспериментирует. Сегодня там какие-то, я не успела посмотреть, опять какие-то фишки. В общем, 5 часов сидит, разбираться. Вот. Ну, давайте вернемся к посту. Да, что мы еще? Сократить заголовок, поставить эмодзи, можно структурировать. Да? То есть речь идет, то есть попытка создать подборку. То есть, ну, я должна как пользователь вообще догадаться, что это подборка. Да? Мне визуально я должна считать, что либо галочки какие-то, да, на всех 5 книжках. То есть я только пока вот так вот понимаю, что здесь речь идет о 5 книжках. Причем иллюстрация такая не очень интересная. Она, если вы зайдете в мобильную версию, откроете этот пост мобильной версии, то все эти картинки будут друг за другом. То есть представьте, сколько труда нужно пролистать вот это вот полотно. Да? Мало того, что полотно текста, так еще и полотно картинок. Их можно было, то есть если в таком формате, если мы хотим представить обложку, можно было, ну, худо-бедно собрать какой-то коллаж, разместить его на 700-500, ну, в стандартном формате, и это будет гораздо удобнее для пользователя. Можно поставить цифры. Я сейчас покажу группу, о которой я вчера говорила. Так, группа называется эмодзи ВК смайл. Здесь гораздо больше смайлов, картинок,
да, чем предлагает это обычный формат. Можно зайти в каталог и по темам выбрать себе нужные. Ну вот мои любимые, например, вот знаки. То есть я беру, копирую вот эту штучку, копирую. Да. Вот, мне, допустим, нужно что-то сделать. Так, вот я хочу написать пост, допустим, я вставляю, убираю вот эту полосочку. Вот, и у меня на стене появляется вот такой значок. Сейчас удалю. Понятно, да? То есть нужно всего-то скопировать и убрать черточку. Вот, то есть можно было таким образом поступить таким образом. Ну и, конечно, какой-то элемент вовлечения, да, можно сделать. Давайте пофантазируем, да, как мы можем вовлечь в этот повод, в эту тему. Давайте. Вот когда у нас был день кошек, мы попросили читателей прислать фотографии своих кошек. Класс, молодцы. Вот они прислали, а потом мы в конце дня сделали коллаж. Это здорово, да. А вы отразили это в сети? Да. Да? А скажите мне, то я потом гляну. Библиотека, Напишу вам комментарий какой-нибудь. библиотека на строителя висит. Все, поняла. Мгм. То есть это классный, ну вот коллега поделилась, да, своей фишкой. Это работает. То есть люди реально присылают фотографии, потому что котиков любят все. Особенно в соцсетях. То есть котики для меня это вечно зеленый тренд. Если я не знаю, о чем писать, я пишу о котиках. То есть, если я не знаю, что постить, ну, котики это номер один. По-моему, уже не знаю. Вечно зеленый тренд. А потом мы еще провели игру с серии книг «Коты-воители». Тоже было очень интересно. А в чем суть была? Ну вот есть серия книг «Коты-воители». Читаемая. Очень, очень хорошо читается. Мы сделали, во-первых, игру. Ну, конечно, это не наши идеи, мы просто использовали чужие Ну идеи. что не ваша идея? И день прошел очень-очень успешно. И так хорошо разобрали эти книги, которые уже как бы на данный момент, они уже не читались, они уже такие заклепанные. Но мы оживили вот эту работу с этой серией. Очень заметно. Здорово. Вот видите, как классно получилось. То есть, ну, прежде всего, работа с пользователями, да? То есть вы берете пользовательский контент. Сегодня пользовательский контент – это, как сказать, это то, что позволит выжить в огромной конкуренции, в тяжелой конкуренции в соцсетях. Потому что каждый день появляется очень много пабликов, появляется много личных страниц. Вот, все труднее попасть в ленту к пользователю, да, и заводите его к себе. То есть делайте так, чтобы пользователь сам стал участником вашего продукта, сам создавал его. То есть когда он вложит свои 5 копеек, да, ему они уже дороги будут, и тогда он сам начнет создавать ваше сообщество, вам станет чуть-чуть полегче. У вас не будет ежедневной головной боли, да, что же мне там запустить сегодня. Так, ну вот, может еще у кого-то какие-то идеи по поводу? Мы посчитали, сколько кошек у нас в библиотеке. Класс, вообще цифры. У нас просто детская библиотека кошек, мы просто библиотека мышек. Ага, То есть у нас на подоконниках стоят эти кошки и мышки. Мы посчитали, сколько у нас кошек наклеек, сколько у нас кошек фигурок, сколько у нас мягких подушечек кошек, и предложили Лен посчитать, сколько в книге было библиотеки. Здорово, классная идея, да? Согласны? Классная идея. Пользователи охотно откликнулись, да, на ваше предложение? Дети просто блокнотики вручали, что книги, вот, мы нашли столько кошек. Видите, какие мы идейные. Так, ну да, что, то есть котики живут у нас дома, да, можно спросить у пользователей. Можно еще, вот есть такой прием, цифры, классный прием, то есть он еще из газет вырос, когда там в статье врезка, какая-нибудь цифра, статистика, то есть цифры работают всегда хорошо. Есть еще такой прием. Разделить людей на 2 лагеря подписчиков. То есть, например, все мы, кто-то любит больше кошек, кто-то любит собачек. Согласны? Да? Почему бы и нет? Повод повоевать в соцсетях, да, то есть такая не злобная война, она тоже всегда хорошо приветствуется, люди делятся на 2 лагеря, тем более, что вы включаете человека в игру и даете ему выбрать из 2 вариантов, кошки либо собаки, то есть вы не даете ему шанса уйти, то есть он все равно что-то выберет, либо одно, либо второе. Так, что еще можно? Можно поиграть с персонажем, то есть опять же спросить у подписчика, там, какой кот из книг, да, или там из фильмофонда нашего, да,
ему более симпатичен. То есть, опять же, если здесь мы пишем о чем-то объективном, да, то вовлечение, да, то есть пятый элемент пространства, активация, он должен о подписчике. То есть опрос, игра, то есть подписчик в этом опросе должен увидеть себя. То есть спросите его о кошке, да, которые у них дома живут. Возможно, там он не захочет об этом в комментарии написать. Спросите, на какой код, ну, большинство пользователей соцсетей это женщины, так ведь, ну, и в особенных пабликах. Спросите, какой код, это уже на уровне архетипа, наверное, более симпатичен. То есть кот Леопольд, кот Матроскин, кот Бегемот, там чеширский кот, да? То есть спросите о предпочтениях, да? Так, что еще? В чем еще может подписчик себя увидеть? Так, можно просто сделать пост, если у вас нет времени или еще что-то. К этому посту можно было прикрепить вопрос. Любите котиков? Все. И дать один ответ. Да. Все. И без вариантов. То есть людям проще нажать одну кнопку, вы не даете никакого выбора. Любите? Да, все. То есть ничего, как сказать, ничего сложного, все там на уровне интеллекта ниже плинтуса, но тем не менее эти приемы, они всегда работают. И как-то украшают вот подобные простыни. Да? То есть если вам без этого никак не обойтись, то можно как-то причесать. Вот. Ну, второй такой прием. У вас классные приемы, если бы я их увидела, да, то есть я бы обязательно их включила в свою презентацию и похвасталась бы, да, здесь. Ну вот еще один тот же самый повод, да, но такой более структурированный пост. То есть тут мы уже видим структуру поста, да, то есть, во-первых, есть, то есть они выбрали формат, да, о формате мы тоже поговорим. Ну, то есть формат, он очень хорошо выделяет пост в ленте, то есть человек, видя уже сформировавшийся стиль, да, он уже узнает паблик, уже заходит, так, они что-то новенькое выпустили. Зайду, какие элементы стиля здесь есть? Ну, конечно, логотип, да, оформление иллюстрации брендированной, как элемент ссылка, да, но не стоит фотографии давать ссылкой, они же не кликабельные, в смысле. Вот, это структура, то есть тут видно как раз, что здесь подборочка, да, заголовок, то есть они, кто-то оформляет заголовки капслоком, да, то есть только заглавными буквами. Это единственный случай, когда капслок приветствуется. То есть во всех остальных случаях, если вы пишете капслоком, то на интернет-языке считается, что вы орете. То есть это какое-то, ну, либо очень злобное выражение эмоций. Вот. То есть не пишите посты капслоком, максимум заголовок и все. Но они нашли вот свое решение, которое отличает их от других пабликов. Обратите внимание на стиль. То есть если вот в этом посте у нас был сухой текст, который даже не читается, да, и даже его не хочется читать, то здесь вот как раз пост, ну, предложение оформлено в таком инфостиле. То есть как говорим, так и пишем. Тоже так говорим, да, в нашем фонде вы найдете коротко и по делу. Да? То есть мы не отнимаем много времени подписчиков, и они нам за это очень благодарны. Внизу какая-то рекомендация, да? Причем такая вот не на пол экрана, да? А в двух предложениях. Поэтому тут вам и котики, и любовь, и даже тема, ну, как-то коротко и легко и эмоционально. Так. Сюда сказала? Ну вот еще обязательно, да, у меня будет рубрика. Если человек захочет еще посмотреть другие анонсы, кликнет и перейдет. Так, какие виды подборок еще можно придумать? Да? Вообще подборка... Так, лично зеленый контент рассказала. Так, мы перешли к подборке, да? Ну давайте, раз к подборке, то кто перейдем к подборке? Какие виды подборок, да, мы можем сделать? То есть мы можем смешать несколько форматов, дату преподать эти подборки, или дать анонсы, или еще что-то. Но чтобы создать подборку, не стоит ограничиться просто текстом, да, то есть вот этими циферками и описанием чего-то. При создании подборок стоит учитывать вообще все возможности соцсети, которые нам дают. И пользователь охотно покупает нашу инициативу. Делайте подборку из фото. Я как пример покажу.
замечательный фильм. Обратите внимание, я вот этот пост включила только ради статистики. Посмотрите, сколько просмотров набрал этот фильм. Причем дата, к сожалению, нет, то есть он вышел где-то, совсем недавно. Вот. Посмотрите, сколько лайков и сколько шеров. 24 тысячи человек посмотрели эти картинки, хотя, проще простого, так ведь? То есть это обычный развлекательный пост, такой пост настроения, визуальный пост, на котором пользователь, он будет вам благодарен только за то, что вы ему дали отдохнуть. То есть не заставили его ничего читать, ни о чем думать, и даже не втыкать в какую-то викторину или игру, там, отвечать на какой-то вопрос. То есть вы просто дали ему отдохнуть глазком. Вот и все. Да? Или что-то с каким-то смыслом там. Это есть такое, как сказать, не тренд, как назвать, рай для перфекциониста. Да? Перфекционист — человек, который стремится к всем быть совершенным. Вот. И есть такая серия картинок, она в разных пабликах возникает, рай для перфекциониста. Очень, можете взять себе на заметку, и какие-то вот Икея очень пользовалась этой идеей, то есть она раскладывала свои товары в определенном порядке. Конечно, Лего — это их тема. Можете взять тоже на заметку эту идею и какой-нибудь фотосет сделать на эту тему. Что еще может войти у нас в подборку, кроме фотографий? Конечно, музыка. Пользователи ВКонтакте дают много разрешенной музыки, разрешают ее постить, прикреплять в комментариях. Вот. И музыку можно по-разному использовать. То есть можно самому создать какую-то подборку, да, вот я там регулярно создаю в паблике фитнес-клуба, то есть подборку для разных там видов спорта, да, то есть там музыка для тренажерного зала, музыка для бега там, и так далее. Пользователи очень приветствуют такой контент, и мало того, что они просто его приветствуют, они добавляют свои. То есть обязательно закончите свой пост призывом делиться своими любимыми треками. Все ВКонтакте слушают музыку, и дележ своим любимым треком — это один из способов выразить себя, да, рассказать о себе, казаться каким-то классным. ВКонтакте очень большой, богатый видеофонд. Да, то есть там очень много роликов закачано, причем роликов пользовательских, с Ютуба и так далее. Очень много кинофильмов. Даже вот если взять паблик «Культура РФ», да, то есть там через день точно возникает какой-нибудь пост с каким-нибудь огромным фильмом, и по статистике эти посты получают очень много просмотров и скачиваний, и репостов себе на стену. Я сама неоднократно, хотя я ни разу, по-моему, не просмотрела фильмы, которые они выкладывали себе на стену, но я с завидной регулярностью выкидываю их себе, и там они у меня так и висят, но тем не менее. То есть последний их пост, который я себе на стену выкинула, это был пост в честь 14 февраля, что-то там 10 фильмов о любви. Вот, было очень интересно. Я думаю, что если вы залезете в этот паблик «Культура РФ», подчеркнете для себя очень много идей интересных, и позаимствуете и начнете использовать. Будьте креативны, да, и при использовании такого формата подборки. То есть можно действовать стандартно, да, какие-то факты, можно пофантазировать. В чем суть, да, вот такой фантазии? То есть не просто там 100 лучших книг, да, или там 5 самых топовых книг там на этой неделе. Можно создавать подборки по случаю, да, или вообще неожиданно преподносить подборку, например, подборка для людей в черном. Вот. То есть это ваша фантазия, вас никто не начнет проверять, то есть что такое там люди в черном. То есть, фантазируют, что такое люди в черном. Допустим, там про инопланетян книги, да, то есть все смотрели фильм «Люди в черном», все его любят, вот, что-то такое. Или, например, книги, которые создают весеннее настроение. То есть, опять же, вы субъективно выложите туда там 9 книг, каких-то там 5, да, спросите подписчика о том, какие книги у него создают там весеннее настроение. А может быть, вы вывалите пост о книгах, а в вовлечении вот в этом элементе активации вы спросите о мелодиях, да, каких-то.
другие были подборок. Сейчас я загляну в свою шпаргалку. Ну вот, например, я выкладывала пост, там, 1 марта, по-моему, ну, такой ситуативный пост о том, что, ну, 1 марта вроде как, а тут все снегом завалило, но давайте, чтобы, ну, сейчас дословно не помню, что написала, но, в общем, суть в том, что в душе нашей всегда должна быть весна, делитесь музыкой, которая позволяет вам чувствовать весну в душе, да? Вот что-то такое выкладывать. Так, что еще? Ну вот, например, можно взять очень много контента, просто взятые песни из кинофильмов. Это все обожают, все постят, все закидывают себе на стену. И можно сделать подборку, например, стихов, на которые написаны песни в кинофильмах. Да? То есть та же самая Донна Роза. Ну, понятно, о чем речь. Забыла фильм. Да, она, то есть я автора забыла, Заболоцкий, что ли? Ну, в общем, для меня было открытием знать, что какой-то классик, ну, то есть вот эти песни, да, они наложены на музыку, и это стихи какого-то классика. Ну, Заболоцкий, не знаю, где-то у меня пост тоже валяется. Можете посмотреть. То есть иногда сделайте открытие, да, то есть иногда вот мы всю жизнь смотрим этот фильм, и мы даже не представляем, да, кто написал эти стихи. То есть откройте Америку для своего пользователя, расскажите какой-то, выдайте какие-то закулисные тайны. Ну и связанные, конечно, которые решают ваши задачи. То есть расскажите о стихах этого поэта, или еще о чем-то. Так. Можно, например, вчера мы говорили о цитатах, да, и о способах их подачи. То есть цитаты любят все, цитаты это тоже вечно зеленый контент, но просто давать цитату, крепить к ней какую-то картинку, то есть это уже шаблон, это уже никому не интересно, это уже никто не репостит, это уже пролистывает, это уже не появляется в лентах пользователей. То есть если вы хотите использовать этот формат, а он работает, сделайте, либо визуализируйте его, то есть либо сделайте шаблон. Я расскажу сегодня об инструментах, да, которые позволяют шаблонизировать контент и сделать его, ну, сделать паблик стильным. Либо сделайте подборку из цитат, почему бы и нет. Есть очень много цитат о книгах. Да? И если они просто так будут появляться, возможно, их никто не заметит. Сделайте подборку. Подборки цитат, они, это как сказать, это как вот второе дыхание у этого формата. Подборки цитат одного автора. Есть такой ресурс adme.ru. Наверное, не раз сами заходили. Контент классный, притом очень простой, он весь на поверхности, и можно брать идеи, я сама там пасусь регулярно и что-то черпаю. Adme.ru. Что? Adme.ru, да, это сайт, там на очень много тем, ну, всякие разные темы можно взять материал. Вот. И они очень любят выкладывать статьи, там, например, 10 самых там, провокационных цитат Габриэля Гарсия Маркеса, например, или там еще что-то. Еще что-то спросить хотите? Нет? В общем, можно сделать подборку цитат. И не бойтесь больших подборок. То есть, если речь идет об анонсах книг, конечно, желательно, чтобы пост был покороче. То есть, выдайте 3 книги, там, ну, которые вы хотите, о которых вы хотите рассказать пользователю. Если речь идет о цитатах или еще ну, о каком-то, ну, о какой-то короткой штучке, то не бойтесь больших подборок. Большие подборки. Я как-то вывалила пост, и мне заказчик написал: ты уверена, что ты будешь читать? Я вывалила что-то там 25 лайфхаков для того, чтобы, ну, суть, для того, чтобы, для красивых губ, в общем, что-то такое. И это была огроменная простыня. Вот. И мне заказчица сразу звонит: ты что там, с ума сошла? Вот так спокойно, и надо экспериментировать. Этот пост побил там все рекорды. То есть люди, ну, мы подняли охват из самого сообщества вслед за этим постом. Я поставила еще на продвижение, и он очень удачно подтянул за собой другой контент. И, ну, как-то что такое на продвижение? А? Что такое на продвижение? Продвижение — это платный метод, это таргетированная реклама. Я думаю, что вам об этом, ну, это не тема наша, да, это не стоит рассказать. То есть, ну, грубо говоря, я вложила деньги, и этот пост появился там везде. То есть, не грех было и заплатить за то, чтобы получить еще больше отклика. Так, сейчас я загляну в свою шпаргалочку, чтобы ничего не забыла, да?
То есть подборки, они притягивают аудиторию, да, дают мощную отдачу. Вот я написала там какие-то неожиданные подборки, да, для тех, кто сегодня грустит, например, да, какие-нибудь веселые. Там, для тех, кто не мыслит жизнь без путешествий. То есть можно просто написать для путешественников. Ну, Лена, наверное, сегодня расскажет про заголовки. Ну, то есть будьте креативны даже в создании заголовков. То есть не просто 10 книг для путешественников. Ну, то есть как-то добавьте эмоций, да, драматизируйте. Для тех, кто не мыслит жизнь без путешествий, еще что-то. Не факт, что подписчик мыслит себя таким, но заголовок вызовет внимание. А что еще позволяет сделать подборка? Да, то есть кроме того, что она вовлекает, то есть пользователь начинает делиться своим контентом. То есть благодаря этому вы узнаете, что ага, у того-то пользователя есть котик, да, то есть вы запрашиваете фотографию, значит, ага, взять на заметку, да, то есть к нему можно потом обратиться в личку, то есть он уже вложил свои 5 копеек, да, и хочет дивиденды получить. Обратитесь к нему еще раз, он уже чувствует частью вашего продукта, он будет готов поделиться еще раз, он уже сделал первый шаг, наступил на вашу кочку. Вовлекайте его, собирайте, обратитесь к подписчикам и берите на заметку тех подписчиков, которые что-то уже вложили в вас, и смотрите, ну, в общем, потом можно вот это использовать там, при создании других постов. Так. Какие еще идеи подборок можно взять? Ну, например, вот я нашла подборку, то есть сам пост визуально, он никакой. Да? Но он тоже, к сожалению, весь в лес, да, то есть он идет там до 2000-х годов. Можете найти, то есть онлайн-библиотека, там, продать, отсортировать, найдете. Но это очень интересно, то есть вот эта идея, которую можно украсть, да? Кто-то крал уже, да? Признавайтесь. Ты крала, да? Да. А в каком формате? Ну, в таком, ну просто копипаста, да? Да. Вот. Можно сделать, как сказать, можно вовлечь, да? То есть можно что-то предложить в обмен, то есть это как игра какая-то. Вот я бы вот сделала, наверное, так. Напишите в комментарии свой год рождения, и мы напишем вам книгу, которая была бестселлером, что такое. То есть вот на основе этого поста возьмите на заметку. Можно сделать интересную игру какую-то вовлечь. Вот. Или можно сделать, например, то есть найти, у вас же наверняка там многие подписчики ваши, они еще и в друзьях, вот особенно у тех, у кого-то личная страница была. Что говорил? У вас, да? Я потом вам скажу, напомните мне, пожалуйста, я очень важную штучку скажу потом про личную страницу. Почему все-таки вам стоит перейти в память? Почему говорю? У вас должны приходить уведомления о том, что у ваших подписчиков дни рождения. Да? То есть в это вот можно совместить такую идею, то есть вы знаете, что у какого-то подписчика сегодня день рождения. Посмотрите, какая книга, то есть какая литературная, ну, то есть ваша дата по вашей теме, какое событие произошло в этот день. Совместите их, поздравьте, как-то вот скомпилируйте эти два факта. Я думаю, что подписчику это будет очень приятно. То есть мало того, что поздравление получит, да еще в такой необычной форме, кто кроме вас еще сможет так его поздравить. Так, вот очень может так, у меня есть так, почему-то у меня открылась так, презентация, Лена. Сейчас, секунду, я перейду в другой формат, хорошо? Как подборка есть еще такой формат, такой прием, как рейтинг, да, то есть составление рейтинга. В составлении рейтинга очень удачно и удобно, да, использовать также пользовательский контент. Вот. И чем визуально может отличаться рейтинг от подборки? Да, то есть если подборку мы можем сделать 1, 2, 3, 4, 5, то рейтинг мы можем сделать наоборот, отсчет от обратного.
То есть у пользователя есть любопытство, да, все мы от природы любопытны, и хочется кликнуть и посмотреть, а какая же все-таки... Все, вот. Это то, что надо. Я думаю, что это не то. То есть пользователю захочется кликнуть, посмотреть, кто же там на первом месте, да. Предложите пользователям составить свой рейтинг. Вы можете, проведя опрос, составить рейтинг, то есть вы соберете контент, да? Провели какой-то опрос, собрали контент, и на основе этого опроса сделали новый пост, сделали отсылочку на этот опрос, то есть вот мы тогда-то, там 2 месяца назад, мы спрашивали у вас, и вы решили, то есть мы пишем не о себе, да, а о подписчикам, что вы приняли решение, что такое-то, такое-то, такая-то книжка там на первом месте, допустим, да? Или вы офлайн проводите опрос, то есть у вас раздаете анкетки какие-то читателям, ну, на мероприятии там что-то спросили, по итогам мероприятия. Рейтинги очень любят. Или, если вам сложно самим составлять рейтинги, да, рейтинги это очень удобные форматы для информационного контента. Да? То есть не просто сообщить о том, что там, ну, прошла какая-то там, вручили какую-то премию, там, такая-то книга там считается лучшей, и так далее. То есть соберите информацию об этом событии и преподнесите ее в форме рейтинга. Примеры рейтингов, кстати, тоже можно подчеркнуть, вот, на вот этом сайте adme.ru. Вот, или Лена, ты не пользовалась этим форматом? Там рейтинг самых там, читаемых книг. Ну, что это такое? Я не помню, но вроде как использовали. А кто-то использует вот формат подборки или формат рейтинга? У нас на сайте был рейтинг читаемых. Абонент делал. Ну да, у нас отдел абонентов составляет рейтинг самых читаемых книг по итогам квартала. На сайте. Да. А за На какой сайте, срок? ну мы и ВКонтакт квартал, по-моему, или полгода. Ну, то есть это реальный читательский рейтинг, и мы его опубликовали ВКонтакте. Я не помню, вот какой был. Ну, зашел, не зашел, не сможем, как сейчас сказать. Не могу сказать, мы просто много всего столько делаем. То есть можно подглядеть у коллег даже вот этот формат, посмотреть. Или, например, допустим, ну, такой флешмоб организовать, то есть вас сейчас много, и каждый у себя проведет, допустим, опрос. Да, там в каждой библиотеке выявили самую читаемую книгу. Соберитесь с коллегами, обменяйтесь своими находками и составьте общий пост для всех библиотек. Например, самая читаемая книга там, в Троицко-Печорском районе такая-то. То есть людям интересно знать, чем живут другие. Да, особенно, как сказать, вот, ну, в нашем регионе, да, когда у нас живы вот эти вот живые связи, да, то есть мы не жители мегаполиса, нам важно вот это вот взаимопонимание, общение живое. Вот, и это очень хорошо по соцсетям. То есть паблики Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, то есть ну, там давно уже идет тенденция, то есть люди не лайкают. Люди, ну, во-первых, они живут цветноты, да, и им вот очень сложно даже вот свои вот эти 5 копеек вложить. Вот. А жители нашего региона, да, то есть ну, как провинция, да, себя называем. То есть мы еще очень душевны, мы в соцсетях еще пока готовы друг друга лайкать, писать друг другу комментарии. То есть давайте друг другу дадим эту возможность, да, быть теплыми еще и в соцсетях, пока мы есть такие. Так, ну, а вот еще хочу рассказать пример того, как сработал вот этот прием подборка рейтинга. Вот книга Чака Паланика, да, «Колыбельная», то есть это пост 2013 года вышел, это пост платный. То есть вот информация об этой книге, она была проплачена. То есть это как платная реклама, вот такая вот скрытая вирусная, да, партизанская такая. Вот, то есть все остальные книги, они реально вышли в подборку, а вот Чак Паланик со своей колыбельной оказался здесь на первом месте, вот в этой подборке. И вот смотрите, статистика, динамика популярности, да, то есть проводили замеры вот именно по этой книге. Да, то есть если раньше, там, вот она вышла, то есть если раньше был интерес такой, ну не ахти, то после выхода этого поста в мегапопулярном паблике Science Наука, посмотрите, насколько вырос интерес к ней.
То есть, ну, я этот пример еще привожу на рекламный прием рассказываю. Вот один из способов партизанского маркетинга, то есть вывалить пост, поставить на первое место, люди читают, люди смотрят, и ну, посмотрите, сколько лайков, сколько шеров, посмотрите, 3000, то есть 3667 человек, да, поделились этим постом, закинули себе на стену, да, и пошли и купили, или там взяли в библиотеку вот эту книгу. Вот, то есть вот как работает этот прием. Можно, На втором месте Гитлер. а можно я еще в комментарии вот к этим рейтингам? Конечно. Однажды я попала, ну тоже, значит, ВКонтакте, увидела какой-то рейтинг, и мы там, например, 500 книг каких-то, да, и вот мы стали просматривать почему-то, да, и там Толстой, Пушкин, Некрасов, Гоголь, там Пупкин какой-то. Дальше опять, значит, Толстой, Пупкин. И в каждой десятке, в каждой двадцатке был это Пупкин. На пятом десятке нам стало интересно что-то, кто-то такой. Потом мы поняли, что это вот проплаченный. Но мы заинтересовались этим Да, Пупкиным. с этим, конечно, нужно осторожно, чтобы не уронить и при этом свою Да, репутацию. То есть, конечно. вот это сообщество, действительно, книга классная, интересная, поэтому сообщество и пошло на этот шаг. Потому что если бы это был фейл года, ну, провал года, да, с этой книгой, то ну, сообщество несло бы огромные репутационные риски. То есть оно бы ну, потеряло доверие своих подписчиков, а это дорого стоит и дороже всех денег на свете заработанных рекламой. Поэтому с таким приемом, ну, вам с таким приемом, конечно, не работать, ну, вот просто как пример, как насколько эффективны вот, подборки и рейтинг, да, тем более вы на себе почувствовали. 500 книг – это огромная подборка, да? Ну там что-то было очень много. Но они, тем не менее, работают. Вот это единственный, наверное, случай. Вот личные истории, да, может быть, слышали, есть такое направление, да, сторителлинг. Ну, тоже уже всем набило оскомину. То есть на первых порах это было интересно, и люди читали эти полотна. Сейчас эти истории, они уже пишутся на основе шаблонов. Уже там ленивый может их написать левопяткой, и, конечно, уже к формату потерян интерес. Вовлеченность уже не такая высокая. Потому что все, кто умели это сделать, они уже написали, они уже получили свое признание. Вот, а подражатели уже не столько интересны. Я этот формат даже не включила сюда. Хотя, может, полгода назад еще он был там одним из самых ожидаемых. Классный прием, который мне нравится, который я обожаю использовать, который решает еще рекламную задачу, да? Этот прием называется персонаж. Я встретила, ну вот кот Мурлыка, я вчера спрашивала персонаж, да, еще до Миллиона Вкуса есть персонаж, видео. Вот. Где-то я встретила персонаж в какой-то библиотеке, ну не нашей, книжный червь, да? Вот, прикольный персонаж. С ним сделан ряд каких-то таких комиксов, ну, в общем, такой класс. То есть персонаж работает. Чего позволяет добиться этот прием? Во-первых, он персонализирует вашу марку, да, то есть вашу библиотеку. Он добавляет эмоции, да, особенно это работает на детей. Да? Используйте прием? Есть у вас кто-то? У нас мышь. Да? Кот Мурлыка вот у нас. Конкурс, который бери только мыши. Все как бы они говорили. У вас от кота Мурлыки создана личная страница. И в основной паблик вы делаете репосты со страницы, да? Это у нас просто сотрудник уже не работает, и еще конкретно полностью все дела не передали. Да, вот я хотела вам сказать, что да, вы не весь ресурс используете этого персонажа, выжимайте из него все соки. То есть уйти с личной страницы? Нет, вы оставайтесь на личной странице, только не проситесь, друзья, потому что лично ко мне вот стучался кот Мурлыка в друзья, я даже не поняла, кто это, я подумала, что это фейк, я его, извините, нажала как спам отметить. То есть это чревато баном для вас через какое-то время, потому что как только количество вот этих кликов достигнет критической отметки, страничку заблокируют и вы рискуете. То есть не надо стучаться ко всем друзьям. И до Миллиона Вкуса много ко мне стучался, я тоже нажала на спам. Используйте этот прием в основном паблике. То есть
Помните, я вчера говорила про Сашу Либермана, да, то есть молодого сотрудника, по-моему, Белинки, что ли, или Молчановки, Минской библиотеки в Екатеринбурге. С ним сделана рубрика отдельная, то есть у него есть определенный читатель, комментаторы свои уже там появились, которые из поста в пост оставляют что-то под его твитом. Найдите себе такой персонаж, возможно, это будет живой человек, сотрудник, да, который будет вести личный блог, рубрику, в котором появится свой читатель. То есть покажите, что то есть вы не только учреждение, да, библиотека, но это учреждение, в котором прежде всего работают люди. Потому что человек идет к человеку, да, как мы вот покупаем что-то, мы ведь не продукт покупаем, да, мы человека покупаем, ну, прежде всего. И все вот известные бренды, известные марки, да, они стараются как-то персонализировать, то есть либо это какая-то известная личность становится олицетворением бренда, либо сам основатель бренда, да, либо какой-то веселый, интересный персонаж. Ну, там, M&M's, да, вот эти человечки, или еще что-то, вот это он вот. Что можно сделать, или вот, например, авиационная библиотека вчера пример показывала, да, то есть у них периодически возникает вот этот самолетик, который у них на этой кругляшке, аватарке, периодически возникает и на фотографиях. Ну, на мой взгляд, им стоит это делать чаще. Вот. Ну, вот как пример из своего паблика сделать. То есть я сюда напихала только картинки, вот, ну, сами посты не делать. То есть как можно, с помощью персонажа можно брендировать контент, то есть пользователь будет узнавать его в ленте. То есть у фитнес-клуба, с которым я работаю, у них есть логотип, то есть это смайлик и бабочка в виде гантелей красный. Вот, и я его пихаю во все фотографии там, ну, как-то пытаюсь использовать его. Чтобы разнообразить, во-первых, да, вот, это еще один из способов работать со стоковыми фото. Да, то есть если мы не можем создавать сами фотоконтент, не можем сами фотографировать или еще что-то, или наши фото скучные, шаблоны, то мы можем как-то их развеселить и показать пользователю, что это мы, или присвоить себе. Я вам буду рассказывать о приеме, да, одном. То есть мы можем присвоить себе события не только текстом, да, но еще и фотографией, то есть внедрить самого себя вот в эту среду. Что еще мы так? Ну вот про кота Мурлыку я сказала, да, то есть используйте его весь потенциал. Начните вести не личную страничку, а рубрику в основном паблике от его лица. Пусть он рассказывает, и, ну, мне кажется, это должен быть какой-то один человек. Вот. Классно оформлена страничка. В том плане, что вот это вот мне очень понравилось. Я живу, работаю в детской библиотеке. То есть кто я и что я. Да? Можно поработать еще, читать книги. Ну, вот я даже скопировала, да, оставила как пример. Это любимые фильмы, все так построено. То есть это игра с читателем. Причем хорошая игра с пониманием, кто целевая аудитория. Вот это вот надо отсюда убрать. Вот, кстати, кто личную страницу идет, да, вместо сообщества. Вот это огромный риск потерять свою страницу. Почему? Самое главное, личные страницы нельзя использовать в коммерческих целях. То есть даже если, то есть нельзя призывать вступать в какие-то группы, ну, то есть, да, вы библиотека, то есть у вас, ну, конечно, превалирует социальная функция, но все равно вы продвигаете какие-то услуги там, да? То есть это надо убрать? Это огромный риск, да. Можно что-то, вот почему я не поняла, да, то есть я, ну, скорее всего, вот мне пришло вот это вот, кот Мурлыка, то есть для меня уже как-то напряжно, кто это вообще. Вот. И ссылка. Я, например, никогда не перехожу по ссылкам, я сразу убрала. Вступаете в группу, призыв. То есть, возможно, стоит написать, кто вообще такой. То есть что-то взять отсюда, то есть рассказать, кто, да, а потом уже здесь должна быть ссылка места работы, да? То есть есть такая возможность, да, указать место работы. И в месте работы вы дадите активную ссылку на ваш паблик. И также вы вот сейчас можете, правильно говорю, да, будьте здоровы. То есть также вы можете сделать, то есть указать место работы и дать активную ссылку на свой паблик. Да, здесь можно написать, что это рабочий аккаунт такой-то, такой-то библиотеки. В описании. Вот, то есть указать, потому что в
ВКонтакте активно борется с коммерческими страницами. То есть если вот был такой опыт. У меня вот был, да, опыт такой, у меня там сколько-то, ну, в общем, все там, у меня 2 там фейковых страницы осталось всего, а был десяток, и все страницы их забанили только потому, что на них была какая-то коммерческая информация, там репосты. Ну, собственно, в новых условиях работы они мне теперь не нужны. То есть, когда появился алгоритм, который ранжирует посты, вот, эти страницы оказались абсолютно бесполезными, я без горести самоизоляции. С помощью персонажа можно создавать формат, да, то есть однажды выбранный персонаж может стать форматом вашего паблика, и однажды выбранный формат может стать его стилем. Да, то есть когда в ленте, то есть узнаваемый формат сообщений, там, оформление фото, оформление текста, да, оно позволяет создать стиль паблика, который будет узнавать ваши читатели. И видя ваш пост в ленте, он будет уже глазками цеплять его. Вот. Что может быть форматом, да, кроме там, персонажа, кроме визуального оформления, да, там, нанесения логотипа или еще что-то. Вот. Могут быть разные элементы. Ну, например, вот один напишу, покажу такой простой, тоже я использую. Мой любимый прием — говорилки. Очень хорошо работают в соцсетях комиксы. Но я вам даже не стала об этом говорить, потому что вы определенно не будете заниматься, как и я, их созданием. Но поместить какую-то говорилку на одну фотографию, то есть я могла просто там поместить фотографию тренера, да, какую-то обычную шаблонную. Вот, а можно вывалить национальную фотографию с какой-то фразой, да, и фотография уже оживает. Пост про сахарозаменитель был. Вот. А на втором фото это известный качок, бодибилдер, там, тоже был. То есть это был пост, нацеленный на мужскую аудиторию, там, с элементами такой пошлоты небольшой, но он очень хорошо сработал. Даже не буду рассказывать историю, если захотите, потом зайдите, группа бонус, фитнес-бонус, клуб бонус, сертификат. По поисковику хорошо найдете, я оптимизировала. Можете посмотреть, порыться, увидеть приемы, да, все, которые я рассказываю, потому что я их использую в практике. Вот. Второй прием, который я тоже использую для этого паблика, это создание шаблонов. То есть, когда у нас нет фотографий, да, нам всегда очень сложно. Мы не умеем фотографировать, да, или не хотим, там, или забыли сфотографировать, а потом нам вдруг что-то понадобилось. Нам надоело использовать стоковые фото, да, и тратить время их на поиск. Залезьте вот на этот ресурс, он бесплатный, то есть, как сказать, он условно бесплатный. То есть часть шаблонов, они платные. Вот. Но при этом есть хорошие форматы, которые можно подстраивать. То есть что можно делать? Да? Тут можно менять цвет. То есть там этот шаблон выглядит совершенно по-другому. Да? То есть я меняю на цвет, который есть в логотипе, да, вот в этой красной гантели. Вот. И во всех постах стараюсь использовать во всех шаблонах определенный цвет. Фотография и какой-то текст. Такой шаблон, то есть если вы будете... Конечно, не все посты нужно сопровождать шаблонами, потому что он быстро надоест. И шаблон периодически стоит менять. Мы этим шаблоном год пользуемся, пока еще нормально. То есть не так часто, может быть раз в 2 в неделю, но какие-то анонсы. И с помощью шаблонов можно оформлять какие-то рубрики. Покажите пример какой-нибудь еще, например, рубрику. Нет такого? Вот рубрику, вот как вы оформили вот таким шаблоном. Пример есть какой-нибудь? В самом паблике? Да, как это выглядит, пример. Именно как рубрика у нас. Именно в этом паблике? Да. Вот Молчановка библиотека, она тоже использует шаблоны, очень удачно. Причем они, знаете, что делают? Они с помощью шаблонов разграничивают свою аудиторию. То есть они выделяют посты. Грузится очень медленно. Я потом покажу это на слайде. Сейчас хорошо. Вот, группа бонус, тренажерный фитнес-зал Сыктывкара. Видите, на шапке красный цвет, да, и вот он везде идет. То есть тут анонс.
То есть, Ну, то есть не так часто это, да? нет, не так часто. То есть видео, какие-то фотографии, там вот это пользовательский контент, то есть девушка прислала открытку, вот, и смотрите как, то есть она прислала, я сделала, она упала вот сюда, в предложенную запись оказалась. Вот. Ну, в общем, в предложенной записи оказалась. Я отредактировала, то есть она просто прислала вот этот квадратик. Даже, ну, он какой-то был неподобный под формат. Я его просто наложила на другой фон, ну, такой же, сделала с 700 на 500, поставила активную ссылку, то есть это мне заняло там буквально минуты 2. Вот, и тем не менее, вот, ну, как-то приятно разбавила ленту. То есть не так часто вот эти анонсы, ну, пробегитесь потом можете пробежаться по этой группе. Что-то, вот, опять же, постподборка, да, то есть подборка композиций для зумы. Фотография абсолютно никакая, стоковая, эмоциональная, но на ней вот значок логотипа. Что далее? Не стоит, наверное, столько времени посвящать. Вот, хочу рассказать вам про молчанку. Вот адрес специально была, чтобы вы потом смогли зайти. То есть что они делают? На рубрике афиша, вот у них есть рубрикационный хэштег. Обратите внимание, какое у них имя. То есть если у вас имя группы, клаба, там 1121 647, да, то это будет смотреться очень нелепо. Поменяйте свое имя на какое-нибудь такое. Там, вот Маршаковка пользуется, да, у нас детская библиотека. Вот еще что-то. То есть сделайте себе какое-то интересное имя, вот, и заведите рубрики. Вот рубрика афиша у них всегда идет в таком формате. Я, конечно, не смотрела, но я допускаю, то есть, ну, не проверяла, но я думаю, что это 100%. Это формат Инстаграм-постов, то есть это квадрат. Скорее всего, они ведут просто два паблика и, ну, для двух соцсетей создают одни и те же картинки. Ну, это уже правильно. То есть они используют вот этот шаблон. Если вы пробежитесь потом по стене, то есть вы легко глазом будете цеплять анонсы именно мероприятий. То есть вы уже визуально понимаете, что, ну, здесь куда-то приглашают. Ну что, да, и в кружке всегда написано, конечно, да, какая-то картинка написана. Вот. При этом они разграничивают свою аудиторию. У них есть вторая группа, которая называется «Вечеринка по умолчанию». Ну, тут опять же фокус на марку, да, то есть фокус на имя, библиотеку. Вот. И посты как раз для этой аудитории, для молодежной, они сопровождаются фотографиями, вот уже формата, это видео, но есть такие фотографии, 700 на 500, тоже шаблон. То есть они пользуются каким-то ресурсом для создания шаблона. Это занимает у них полминуты точно. Ну, нанести какую-то надпись. Все надписи, все посты, ориентированные вот на молодежную аудиторию, они сопровождаются англоязычной надписью. Ну, уж не знаю, зачем англоязычной, но ну, пусть так. Но зато аудитория, она четко понимает, что здесь контент для меня. Да? То есть, а та аудитория, которой это неинтересно, она и не будет сюда смотреть. Вот как они, значит, вчера пост вышел, я, наверное, сегодня уже только утром его сюда поместила, вот, он такой удачный вышел. Несмотря на то, что это видео, да, они здесь тоже используют специальный формат, да, то есть это знак для аудитории, да, что здесь для тебя. Так, что здесь хотела сказать? Ну, видите, активные ссылки, да, активная ссылка на мероприятие. Может, окошко открыть? Нужно? Открыто уже, да? Ну, скоро, наверное, уже перерыв. Так, еще 25 минут у нас, да, есть? Так, понятно, что с форматом делать, да? То есть либо визуально как-то, либо там статьи, а может быть ваш формат это будет там постоянные игры или викторины, да? То есть что-то выбирайте одно и делайте это своей фишкой, уникальной. Вот. Ну и от этого видеоролика, да, мы перейдем еще к одному приему. Видео и анимация. Да, то есть по статистике форматов постов видео и анимация вызывают очень большую вовлеченность.
вызывает очень большой охват. И мало того, сам алгоритм умной ленты ВКонтакте, он поддерживает посты именно с этими форматами. Но еще раз повторю, что видео должно быть очень качественное и желательно не очень длинное. То есть оптимально это 30 секунд. Для видео, что нужно сделать в видео? В видео нужно рассказать историю. То есть не просто там сняли что-то, а желательно там, либо это видео в формате говорящая голова, то есть у кого-то какое-то микроинтервью, либо это видео, которое просто создает настроение. В общем, не просто так сняли картинку, да, а с какой-то идеей даже, да, с обязательным моментом поставки. И вот уже там, не знаю, на протяжении полугода мега популярный формат анимации. Настолько популярен, что, например, Facebook, он уже предпочтение отдает именно вот этому GIF-формату. Вплоть до того доходит, что люди, которые там, умеют делать и знают ресурсы, которыми пользуются, они видеоформат начинают переводить в анимацию. Почему? Потому что анимация меньше весит. И лента пропускает этот пост охотнее, чем какое-то тяжелое длинное видео. То есть если вам никак не отказаться от большого видео, да, по времени, то можно перевести его в анимацию. Анимация позволяет о сложном рассказывать очень просто. За это ее любят. Анимация, она вот как-то дополняет текст, иногда даже текст могут не читать, да, какие-то анимированные ролики смотреть. Иногда текст лучше сделать в каком-то анимированном формате, как это пользуется, например, лайфхакер, ресурс лайфхакер, тоже можете взять на заметку, посмотреть. Их формат это, например, 5 лайфхаков там, для чего-то. Да? И у них изображение перемежается с текстом, и такой формат очень удобный. То есть для скучных и сложных тем, даже там, для мероприятий, каких-то анонсов, можно использовать анимацию, и она будет охотно воспринята аудиторией. Анимация, она очень хорошо себя распространяет. Как где это делать? А сейчас я расскажу, как раз происходит, что мы делаем. Какой формат видео самый популярный, да, то есть сейчас он в топе, я не знаю, что будет там в следующем месяце, да, уж не говоря полгода. Самый топовый формат сейчас, видеоформат, это сторис. Началось все с Инстаграма, конечно же, и в Инстаграме уже настолько шагнул сторис, что там уже через сторис реклама распространяют, сторис уже живые эмоции. Что такое сторис? Все понимают? Да, то есть это живые истории. Вот Лена меня сегодня сняла на видео на мой телефон, я приду домой и выложу сторис в свой Инстаграм, да, чтобы все знали. Что-то там делала, да? И носу ковырялась. Что позволяет самое главное? Вот вы говорите, а где вот создавать видео, да? Самое главное, то есть что позволило, на мой взгляд, выстрелить сторис? Сторис и вот формату лайв, да, прямого эфира. Этот контент воспринимают без особых требований. То есть если к видео и к анимации есть ожидания какие-то, что это видео должно быть качественным, мы заведомо начинаем смотреть, ожидая качественный контент, то когда мы начинаем смотреть сторис, мы понимаем, что там будут вот трясущиеся руки, там где-то обрубленные ноги, обрубленные головы. То есть нам вообще, то есть мы понимаем, что у нас нет каких-то ожиданий, да? Соответственно, нет ожиданий, нет обманутых ожиданий. Если у вас какое-то мероприятие идет, или вы хотите создать какой-то пост закулисье, да, в своей библиотеке, то используйте формат сторис или формат прямого эфира. Во-первых, это смотрят, могут не залезть в ленту, могут не залезть в ваш паблик, посмотреть, но уже эти сторис сейчас все лайкают. То есть по уровню вовлеченности сторис опередили всех и все. То есть это номер один. И пользуйтесь. Где смотреть? Во ВКонтакте сторис тоже набирают огромную популярность. И прямо вот сейчас это вот для всех блогеров это, то есть начать день со сторис, это, не знаю, кто-то даже кофе, наверное, не попьет, но сторис обязательно снимет. То есть сторис это удобный формат для мероприятий. Да? То есть если вам нужно сделать какой-то фотоотчет о мероприятии, сделать его в формате сторис, то есть короткого видео живого, и где от вас не будут требовать качества там, или еще что-то. Создайте настроение, создайте прямой эфир с мероприятия. Пользователи охотно посмотрят это. И этот формат чем удобен? Что его тоже можно продумать заранее, но это то есть вы заранее же предполагаете, знаете программу своего мероприятия, знаете, куда встать, кого подснять,
но говорит это в прямой эфир все. Вот. Ну и Stories очень хорошо создает атмосферу вокруг вашей марки, вашего продукта. Это очень эмоциональный контент. А как он делается? Сторис? Ну вот в телефон свой зайдите. Сегодня можно вести сторис не только из личного аккаунта, но и от имени сообщества. Ну, это уже дело техники. Ну хорошо, вот я зашла дальше. Чего? Снимаю видео. Снимайте видео, Дальше. потом подгружайте его в... Не, ну там же в каком-то формате, может, какое-то приложение должно быть. Нет, никакого приложения, ничего не нужно. Вот история. Угу. В десктопной версии я не смогу это сделать, потому что это десктопная версия, то есть я могу это сделать только из мобильной версии. Ну, если хотите, потом на переменке в конце второго варианте. Только с телефона. Только мобильная версия. В десктопной версии их посмотреть можно. До недавнего времени в десктопе даже нельзя было смотреть у Инстаграма истории, то есть только мобильная версия. Но поскольку мы понимаем, что я вчера посмотрела на статистику своей страницы, и у меня там порядка 80% мою страницу заходит именно с мобильной версии. То есть даже уже на личной странице, для нашей паблика. Это дело техники, вы быстро разберетесь. Так. Вот я хотела вам показать очень удачный пример. В библиотеке Некрасова. Какие приемы будут использованы? Они, если вы перейдете в этот паблик, то вы обратите внимание, как много у них качественного видео. То есть, скорее всего, у них один из сотрудников, он владеет программами обработки. Видео у них классное. Обратите внимание, оно небольшое, да, и они активно пользуются форматом живых историй. Чем мне понравился этот прием? Ну, во-первых, они открыли свой филиал. Да? Как об этом сказать читателю, да, подписчику? То есть они выложили пост, то есть буквально меньше месяца назад было. Они сняли видеоролик. Видеоролик за кулисами. Видеоролик получил, статистика не влезла, видеоролик получил много просмотров, можете зайти и посмотреть. Ролик очень добрый, эмоциональный. И показано, вот не то, что вот это вот официальная информация, но сегодня мы открыли филиал. Это сколько денег, кому это не интересно, никто за вас не порадуется. Соцсети, они нужны для того, чтобы люди получали эмоции. Дайте им эмоциональный контент. Как мы вешали полку, выставляли книги, собирали шкафы, ссылались много судильщиков. То есть какой-то интересный факт живой, да, и благодаря этому анонсу коротенькому хочется и ролик посмотреть. То есть никакого официоза, все просто легко и мило и душевно. А сколько по времени видео должно быть? Ну, где-то стремитесь там минут 30, то есть роль, ну, сами поставьте себя на место, да, то есть вы не смотрите длинные ролики, то есть вы их заканчиваете где-то, да, где-то это как раз полминуты, то есть будьте лаконичны, краткие, да, и по делу. Никто не будет смотреть на ваш фильм. То есть где-то вот минута и полминуты. Где брать видеоконтент, если мы не умеем его создавать? Да? То есть если мы не умеем снимать, можно брать в разделе, сейчас покажу, видеозаписи, набирающие популярность. Вот у всех есть на личных страничках кнопка видео. Загрузится. Вот, кнопка видео. И сейчас здесь очень много рекламы стало. То есть ВКонтакте продает себя, да, продает себя как рекламную площадку. Но вот мне лично интересен, я вам могу подсказать, то есть это видео, набирающее популярность. Не надо брать популярные видео, да, то есть популярные видео, они уже, скорее всего, набили все на сходную, а вот это что такое? А вот набирающие популярность, они, как сказать, только-только набирают свою силу, да. Вы можете взять какой-то ролик, просто, и привязать его там, ну, к своему контенту. То есть вам нужно будет подать какой-то
анонс книги или еще что-то. Найдите какой-то вирусный ролик, да, ролик с вирусным потенциалом. А как узнать, что он вирусный? Вот как раз вот все ролики, рубрики, набирающие популярность, они как раз обладают вирусным потенциалом, да. Но среди них вы найдете, говорю, что и какую-то рекламу, например, песня группы «Фабрики» «Вова-Вова», я не думаю, что ее прям все пользователи смотрят, скорее всего, это работа продюсера этой группы, так же, как и Ленинград продвинул свой клип, да, скандальный, с Лабутеном. То есть они продвигались только через соцсети. И многие сейчас так делают. То есть вот эта рубрика вам в помощь. Где еще можно взять? Где взять гифку? Да? Вот, например, вам нужно взять гифку. Во-первых, есть ресурсы с готовыми гифками. Ну, и можно через поисковик найти обычно. Вот. Что можно сделать? Ну, например, вот, давайте опять эту группу возьмем как пример. Вот нам нужно, вот я написала какой-то текст. Вот, и мне нужно сюда какую-то гифку прикрепить. Я выбираю вот еще и кнопочку «Документ». И в строке поиска я пишу какое-то ключевое слово, да, например, пусть будет Uber, да, примерно, и ставлю формат GIF. Ну и по идее мне система должна найти все гифки по этому ключевику. Ключевик может не очень удачный, это он очень долго. Ну вот. То есть если я хочу там создать какое-то постнастроение, я вот могу добавить, ну вот, коротко о моем состоянии. Я надеюсь, он не пошлый, но если пошлый, то вы меня извините, потому что я ничего не вижу. То есть, вот, ну нормально, котик тянется, что-то такое. Вот, ну все хорошо, добавляем его. Вот, прикрепить. Да? То есть ничего сложного. Вот, привет. Да, вот у нас гифка подключилась. Сейчас я быстренько удалю, чтобы мои подписчики ничего не видели. Они все равно ведь в новостях увидят. Нет, я же удалила, просто все исчезло. То есть гифки на самом деле искать легко. Поисковик Яндекс тоже дает поиск вообще по типу файла. То есть просто выбирайте тип файла GIF и используйте его. Гифки ранжируются лучше, чем просто фотографии, даже лучше, чем просто видео. Да. Ну вот и последний прием составления постов, о котором я хотела рассказать сегодня, это пользовательский контент. Да? Я говорила вчера о нем, ну, сегодня еще раз расскажу, что пользовательский контент это очень мощный рычаг для того, чтобы привлечь подписчика и обмануть алгоритм ВКонтакте. То есть так вы, благодаря пользовательскому контенту, вы показываете вообще, что вы реальны, да, что вы живете вы не только сами по себе там собственно совпадаетесь, но еще и со своими читателями. То есть получаете идеи пользовательского контента. Что нужно делать с пользовательским контентом? Обязательно его отслеживать. Да? Как отслеживать? То есть специальные ресурсы, да, но я вас грузить не буду, они сложные, платные. Для того, чтобы себе помочь, да, и помочь аудитории, предложите ему уникальный хэштег для пользовательского контента. То есть придумайте что-то, то, чем пользователи будут отмечать фотографии, да, или там комментарии, еще что-то связанное с вашей библиотекой. Пользовательский контент очень удобно и очень охотно его используют в постах каких-то мероприятий. Да? Для того, чтобы получить пользовательский контент, иногда стоит его попросить. Да? То есть попросить самых активных подписчиков, самых активных читателей поучаствовать в создании поста. Что может быть пользовательским контентом? Можно попросить написать отзыв, да? Или выложить комментарий, или выложить фотографию. Да? И какой обязательный элемент? Нужно обязательно поблагодарить этого пользователя, да, публично причем. Ну и отметить его. Об этом тоже вчера говорили, да? То есть как отмечать, как не попасть в это. Ну и вот еще напомню, да, о преимуществе страницы перед просто группой, что пользовательский контент на странице вашей будут видеть и друзья этого подписчика. Да? То есть если бы он разместил свой контент просто в группе, никто бы из его друзей об этом мог не узнать. Вот
и так узнают об этом еще друзья. То есть у вас еще дополнительный источник трафика появляется. Так, ну, кратенько скажу, да, еще, что пользовательский контент, он служит лучшим социальным доказательством. То есть люди видят других людей, да, люди видят, что они участвуют в жизни вашего продукта и тоже становятся его участниками. Самое классное преимущество, да, в том, что этот контент бесплатный, и благодаря нашим техническим новинкам, да, он еще становится часто качественным, потому что сейчас 13-летние, 12-летние девочки, они благодаря всяким фильтрам, пониманию этих фильтров, они создают такие классные фотографии, просто профессиональные фотографы, они отдыхают, вот, и делают классные видео. Как нарастить, самое главное, да, то есть UGC, это Users Generated Content, да, там есть такая аббревиатура, если встретите ее, тоже не бойтесь. То есть для того, чтобы пользователи делились своим контентом, да, со своим опытом взаимодействия с вами, для них нужна мотивация. Но не обязательно обещать какой-то дорогой приз или еще что-то. То есть мотивацией может быть обычная благодарность, похвала, да, публичная. Подскажите просто, как создать, то есть дайте четкие инструкции для пользователя, как создавать этот контент. То есть самый простой и понятный способ для генерации такого контента – это конкурс с какими-то заданиями. О конкурсах мы поговорим потом, после перерыва, подробнее. Но самое главное для конкурса – это дать подробную пошаговую инструкцию. То есть объясните вообще пользователю, что вы от него хотите, да? Конкретно, конкретизируйте. То есть чего вы ждете, там, историю, или фотографию, там, или отзыв, или еще что-то. Вот. Как сказать, чем лучше вы донесете свою хотелку, да, до пользователя, тем лучший эффект, тем лучшего качества контент вы получите. Вот. И обязательно мотивация, да, не забываем об этом. То есть даже если... Вот. И не чурайтесь делиться, да, то есть не только мотивируйте, призывайте, просите контент, хотя бы на первых порах, когда вам нужно раскачать паблик. Зачем я этот слайд положила? Сделаю как мне. Загрузится. Ну вот у меня, как сказать, был такой повод. То есть британская библиотека, я просто взяла этот пример как родной вам, да, по теме, по интересам. То есть британская библиотека, она проводила выставку, посвященную первой книге. Да? То есть просто информационный пост, сообщающий об этом факте. Просто вам хочу напомнить, я еще несколько раз поставила. Заголовок, рубрика, какой-то факт, то есть какая-то игра с читателем. По первой строчке предложено угадать книгу, в принципе, по обложке уже понятно, да, это фото вот самой первой книги. Вопрос, да, у вас сохранилась первая книга, да, выкладываете фотографию, с ней участвуете в вопросе. Даже если один пользователь не выложит фотографию с первой книгой Гарри Поттера, да, все равно, как сказать, создавайте привычку, да, то есть постоянно призывайте пользователя участвовать в жизни вашего паблика. То есть один раз не сработал, второй раз не сработал, третий раз не сработал. Но тут такое дело, что, как сказать, нужно формировать привычку. То есть пользователь должен привыкнуть, что от него что-то все время хотят и что-то просят, да, и просят у него очень много, и, в принципе, и когда-нибудь он решит, почему бы и нет, и начнет вываливать свой контент. Так. Ну, по первой части у меня, пожалуй, все. Какие-то вопросы есть у вас по этому блоку? Или может, да. Вот по вот этому примеру, да, ты говоришь, что создавайте привычку. Вот, например, люди не участвуют, не вовлекаются, не выкладывают. А хороший вот этот прием или нет? Самим библиотекарям, коллегам, там, чтобы раскачать, что-то выложить. Да, это стоит делать. То есть на первых порах, когда ваши, подписчики ленивые, да, то есть не всем охота там что-то делать, они пока еще не настолько там сроднились с вами. Вас много, и не чурайтесь, то есть оживляйте паблик своим присутствием, то есть вы же тоже его подписчики, да, не только создатели, делитесь своими впечатлениями, тем более, что не все подписчики вашего паблика знают, что вы сотрудник, даже хотя бы из этих соображений, не грех поделиться, то есть не стоит, как сказать, не стоит воспринимать это как обязаловку, то есть до этого доводить не нужно, что прямо там все обязаны. Вот. Но если у кого-то есть что сказать, там вложить свои 5 копеек,
то лучше не полениться и сделать это, так сказать, сделать доброе дело и себе, и коллегам. Спасибо большое.